Добрый день, вы смотрите программу «Акцент». 5 сентября отмечается Всемирный день благотворительности. И с сегодняшнего дня у нас в республике начинает работу единый номер сбора средств для помощи детям с инвалидностью. Наш сегодняшний гость Чакур Николаевич Гаврилев, заместитель министра связи и информационных технологий республики, расскажет нам о том, что это за единый номер и кому могут помочь жители республики. Чакур Николаевич Гаврилев в 1998 году окончил Анкарский государственный университет по специальности политолог-международник. В 2000 году магистратуру Билкенского университета. С 2007 по 2012 год директор дирекции телевидения НВК «Саха». С 2012 по 2017 год главный редактор газеты «Саха-Сирия». Старший преподаватель кафедры журналистики СВФУ. В мае 2017 года назначен заместителем министра связи и информационных технологий Республики Саха-Якутия. Чакур Николаевич, добрый день. Добрый день. Этой весной Совет главных редакторов Якутии принял решение создать единый номер, чтобы жители республики могли помочь детям с инвалидностью. Вот что это за номер и почему решили создать его? При Министерстве связи и информационных технологий работает Совет главных редакторов. Туда входят все ведущие средства массовой информации, печатные, электронные и так далее. И по инициативе министра Александра Ильича Борисова, Совет главных редакторов поддержал эту инициативу, мы придумали акцию, да, создать такой единый номер, и с помощью этого номера жители Якутии могут помогать конкретно детям-инвалидам. Я им говорю конкретно, потому что у нас каждую 2 недели, каждый месяц у нас будет появляться ребенок, для которого нужна такая помощь. Да? Как говорится, всем миром поможем. Такая инициатива у нас есть в других каналах, на других каналах, это федеральных каналах. Например, Александр Ильич сказал, что действительно он смотрел такую акцию на 5 канале, оттуда у него возникла такая идея помочь конкретному ребенку. Если мы видим, что, например, конкретному ребенку оказана помощь, те деньги, которые мы перечислили, человек перечислил, население перечислило, поступили, и этому ребенку мы помогли, то эта акция действительно станет всенародной. Я думаю, что наши люди, наше население очень активные, доброжелательные, у них благородные помыслы. И я думаю, что такой номер, единый номер должен будет работать. И номер у нас 3443, единый СМС номер, можно перечислить до 15 тысяч рублей. Я думаю, что меценаты тоже откликнутся. То есть на счета детей должна будет поступить определенная сумма. Ну вот этот номер начнет работу именно сегодня, в День благотворительности. И кому могут помочь? Во-первых, мы сейчас думаем над приобретением аппарата искусственной вентиляции легких. Такому аппарату нуждается много людей, наверное, но выбрали мы Оконечникова Ивана. Это не мы выбрали, а фонд Харсхал совместно с Министерством здравоохранения. Да? Этот аппарат очень дорого стоит, и не всякая семья могут этот купить. Иван, он младший сын в многодетной семье, родился с диагнозом ДЦП, и в конце прошлого года вот у Вани умерла мама. Да? После стресса такого мальчик перенес плевропневмонию, да, вот как бы сказать. И сейчас он должен выписаться из больницы, но обязательно выписка должна следовать, чтобы у него был такой аппарат, да, искусственной вентиляции легких. Мы надеемся на спонсоров, на общественность, чтобы помогли этому мальчику все-таки быть дома. Да. Будут сегодня показаны сюжеты про этого мальчика, про его семью, про то, как его любят и так далее. И этот аппарат мы покупаем как бы для всех. Да, потому что после того, как Ване станет легче, да, он откажется от этого аппарата, этот аппарат будет фонда Харсхал, и по очереди, как бы, да, по необходимости да, дети будут использовать это, потому что в трудные минуты всегда, конечно, находиться дома у родителей, у родственников всегда помогает. Дома даже стены лечат, как говорится. Поэтому вот первая наша помощь будет оказана конкретно
Ивану Оконечникову 2004 года рождения. Надеемся, что через определенный промежуток времени мы уже будем отчитываться, что мы аппарат уже деньги приобрели. Мы обращаемся также к спонсорам, к фирмам большим, чтобы помогли. Да? Эту акцию поддержали НВК Саха, Ясия, то есть вот Сахамедиа поддержала, газеты, редакция Саха-Сире, Якутия, Якутс Вечерний, интернет-порталы Ньюс.ру, Саха-Лайв. То есть везде мы будем рассказывать об этой акции, везде у нас будет этот номер указан, да, чтобы люди знали, куда направить свои деньги, свои пожертвования, свою благотворительность, чтобы знали. Это республиканская акция. Также поддержат устные газеты, у них тоже будет написана информация. И не только о ребенке, а вот будет указаны вот конкретные реквизиты, куда можно перечислить эти деньги. Нужно ли с пометкой какой-то отправлять? Нет, конкретно, если вы отправляете на эту неделю, скажем, на эти 2 недели или месяц, то будет конкретно указано вот ребенку такому-то, да, вот Ивану Оконечникову. А через какое-то время у нас будет другой пациент, нуждающихся детей много, к сожалению, да. Но я считаю, что всем миром вся журналистская братья, информационная поддержка Министерства связи, всех печатных СМИ, всех электронных СМИ, она как-то станет как бы для единого номера тем, что вот с миру по нитке, да, как говорится, мы поможем сначала одному ребенку, потом другому. Эта акция не разовая. Я думаю, что она продлится, она станет еще шире, еще больше. И совет главных редакторов вышел с такой инициативой, чтобы действительно все журналисты, все печатные издания, все интернет-издания поддержали этот проект. И мы надеемся, что мы окажем свою посильную помощь. Ну, то есть, чтобы отправить деньги, просто нужно отправить СМС? Да, там будет инструкция, как эти СМС отправить. Будет выходить ролик на каналах НВК Саха. На РЕН-ТВ тоже, думаю, такой ролик появится. Любой человек может отправить вот такой СМС. А желающие уже большие спонсоры уже могут обращаться к фонду Харсхал, Душкевич Вера Петровна. Фонд у нас уже работает с 2011 года. Она прозрачная, то есть вот оказанная помощь никуда не исчезнет, они будут сами отчитываться, имеют большой опыт по проведению таких акций. И каждые 2 недели, 3 недели этот фонд Харсхал будет рассказывать, кому конкретно оказывается помощь, достигла ли она своей цели, вылечился ли ребенок. Да? Мы надеемся, что все пройдут курс лечения и вылечатся. Я думаю, что все это будет идти на пользу. Всем миром мы должны помочь нашим детям, ограниченным детям, и тогда весь мир станет добрее. Чукур Николаевич, а могут ли родители сами напрямую обратиться в совет главных редакторов детям, которым нужна помощь? Не, мы, наверное, скажем, чтобы они обращались все-таки через фонд Харсхал, да, потому что фонд Харсхал совместно с Минздравом определяют, какая же сумма, да, и какое заболевание, и какой ребенок нуждается в первую очередь. Я понимаю, очень сложно было бы нам, журналистам, людям, которые как бы не знают это, определить, что это первее, что мы такую нагрузку, ответственность не хотим на себя брать. Но фонд Харсхал и Министерство здравоохранения, там главный педиатр и так далее, они действительно определят, скажем, кому эта помощь нужна будет. Да, суммы разные могут быть, 1 миллион, кому-то нужно 300 тысяч, кому-то 500 тысяч, кому-то еще большая сумма. Я думаю, что вот и суммы, и необходимое оборудование, или курс лечения, или даже оплата проезда вот, определят специалисты. Хорошо, Чукур Николаевич, огромное спасибо, что уделили время и посетили нашу студию. Желаем, чтобы эта работа имела хорошие плоды, чтобы мы смогли помочь как можно большему количеству детей. Спасибо. Вы смотрели программу «Акцент». Спасибо за внимание и до встречи в эфире.